В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба и члены правительства с рабочей поездкой посетили Очимчирский район. Глава государства осмотрел тепличный комбинат по выращиванию клубники в селе Адзюбжа и поля по выращиванию овощей, куда были вложены государственные средства в размере 6 миллионов рублей. Президент подчеркнул важность государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Рауль Хаджимба посетил завод по очистке и фасовке меда в селе Кындых. Финансирование данного объекта производится за счет средств Министерства сельского хозяйства. Руководство предприятия заявило о своей готовности запустить производство в течение 2 месяцев. Глава государства, члены правительства посетили ряд других объектов в Очимчирском районе. По завершению поездки президент подвел итоги. Самое главное, наверное, все-таки то, что район оживает. Оживает благодаря тем имеющимся возможностям инвесторов, возможностям, которые есть у государства, деньгам, которые вливаются, я еще раз говорю, не только, как говорится, от самого, предположим, Министерства сельского хозяйства, в целом от государства, но и те вот возможности, которые были предоставлены нам, как возможности инвестиционных агентств, которые были, вернее, инвестиционного агентства, которые позволили нам создать условия для того, чтобы сотни миллионов были бы направлены на как раз-таки развитие аграрного сектора в Очимчирском районе. Ну и помимо этого, вы сами видели, инвесторы, которые приходят к нам из других государств, последнее вот место, где мы были, это Грек, и достаточно активно включился во все эти процессы, и уверенность этого человека, откровенно говоря, и внушает и нам оптимизм. Мы готовы, как говорится, способствовать тому, чтобы этот процесс у них активно развивался. Государство и в целом район этому процессу способствует. Ну и самое главное, вы сами все слышали, продукцию можно производить в немеренных количествах. Самая важная статья, как говорится, всей этой деятельности – это вывоз. Довести ее до потребителя. Ну, внутренний, как говорится, рынок можно насытить нашими продуктами, но вся работа должна быть нацелена на экспорт этих продуктов, этих товаров, этого выращенного, как говорится, объема овощей. Но, к сожалению, не всегда все это получалось. И не могу сказать, что сегодня у нас все сразу получится. Но та структура, которая создана вот в последнее время, активно мы работаем сейчас на то, чтобы выстроить вот все эти схемы взаимоотношений наших производителей и рынка российского. Я думаю, что вы заметили, вот там, где мы были, сами же производители уже говорят. Если раньше они были нацелены на то, чтобы произвести и самими вывести, но не получается это. Нужно разделить эти все сферы производства и сферы деятельности. И я думаю, что это понимание приходит. И та компания, которая будет создана, она будет нацелена на то, чтобы снять минимальные нагрузки, которые есть на производителя в этом вопросе, то есть взять на себя вопросы вывоза этой товарной продукции, границу сделать более прозрачной, более спокойной. Все вопросы, связанные с оформлением грузов, будут происходить, как я и ранее сказал, на территории Абхазии. Полную версию рабочей поездки президента Рауля Хаджимба в Очимчиру смотрите в нашей завтрашней программе. Сегодня по всей Абхазии во всех школах страны прозвенел последний звонок. Прошли торжественные линейки. Это большое событие в жизни учащихся. По традиции на празднике выступают и самые юные школьники, первоклассники. Поздравляют выпускников, провожая их во взрослую жизнь. Выпускников поздравили родители и учителя. Были вручены грамоты и медали. Скоро многие из них начнут сдавать экзамены и подавать заявления в вузы и колледжи. На свежем весеннем воздухе, прогретом уже смело майским солнышком, были проведены торжественные линейки в школах Гагарского района. По уже сложившейся традиции девушки стоят в школьных платьях и белых фартуках с белыми бантами, а юноши в белых рубашках и строгих брюках. У всех на груди лента выпускника. Для 11-классников общеобразовательных учреждений эта торжественная линейка стала последним днем в их школьной жизни. Впереди выпускные экзамены, поступление в высшие учебные заведения, и вот она, взрослая жизнь. И будущее выпускников будет зависеть уже от накопленного образовательного багажа, поставленной цели и желания добиться чего-либо. Что бы ни было дальше, но детство у выпускников закончилось, и теперь сами юноши и девушки в ответе за принятие того или иного решения.
Настроение у всех собравшихся на последних линейках в школах Гагарского района было праздничным, хотя не без доли грусти. Наверняка каждый выпускник старался запомнить этот день. Количество выпускников в Гагарском районе в этом году составляет 298 человек. Из них 88 являются выпускниками абхазских школ, 167 русских школ и 43 человека окончили армянские школы. Один выпускник Гагарской средней школы номер 2 Роберт Бастанджан претендует на золотую медаль. В этом году во взрослую жизнь вступили 36 выпускников Гагарской абхазской средней школы номер 1. На торжественную линейку, посвященную последнему звонку, пришли руководство района, депутаты, представители отдела образования. Глава администрации Гагарского района Заур Бганба в своей поздравительной речи отметил, какую важную роль играет школа в жизни каждого человека. Он пожелал выпускникам успехов и зеленой дороги. Выпускников поздравили и директор школы, их первые учителя и классные руководители. В этот день звучали слова благодарности в адрес дорогих учителей от выпускников и их родителей. На торжественной линейке были награждены грамотами ученики, отличившиеся в течение года как в учебе, так и в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. После официальной части в честь последнего звонка была организована концертная программа, в ходе которой учащиеся исполнили песни и танцы, в том числе и школьный вальс. В завершении праздника прозвучал самый главный, прощальный, печальный и одновременно радостный последний звонок. Президент Рауль Хаджимба поздравил выпускников 2017 года с окончанием школы. Сегодня завершается первый важный этап вашей юной жизни. Вам дан прекрасный старт в будущее, и перед вами открыты все пути. Будьте смелыми, проявляйте свои таланты и стремитесь достичь высоких вершин. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей республики. Желаю вам, дорогие выпускники, чтобы профессия, которую вы выберете, стала для вас любимой. У вас впереди взрослая жизнь, самостоятельные решения и ответственные поступки. Будьте амбициозны, трудолюбивы, и у вас обязательно все получится, говорится в тексте поздравления. На центральной трассе Абхазии полным ходом идет внедрение центра обработки данных с видеофиксаторов. До сегодняшнего дня их можно было встретить лишь на посту Приморская, а теперь переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» появился и на Бзыбском посту. Министр внутренних дел Аслан Кубахи лично контролирует этот процесс. Смотрите репортаж наших корреспондентов из Бзыби. В Абхазии устанавливать и тестировать переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» начали не так давно, в апреле текущего года. Перед каждой видеокамерой установлены предупреждающие знаки. Видеокамера фиксирует автомобиль нарушителя и в режиме онлайн посылает данные на общую базу. 535 со стороны Гагры по желтому, со стороны Гагры. 606. Уже на базе диспетчер дает указания сотрудникам ГАИ остановить водителя, предъявить ему штраф за нарушение установленного скоростного режима. Оплатить штраф можно на месте или через специально установленный терминал оплаты Сбербанка Абхазии. Нарушитель также имеет право оплатить штраф в любом другом терминале в течение 10 дней, но в случае неуплаты за отведенное время сотрудники ГАИ изымают водительское удостоверение. По всей трассе на сегодня у нас работают 9 передвижных комплексов, так называемых арен, треножек, которые фиксируют превышение скоростного режима в местах, указанных ГАИ, то есть в местах совершения наиболее часто правонарушений. Кроме того, сейчас через таможню у нас оформляются стационарные комплексы, помимо того, что они в Сухуми уже установлены и уже практически год
работают, но по трассе поставлена задача фиксировать не только превышение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу. По словам министра внутренних дел Республики Аслана Кобахи, подобная система мониторинга центральной трассы менее чем за месяц уже принесла большие плоды. И работа по установке видеофиксаторов по всей центральной трассе Абхазии будет продолжена. К большому сожалению, это всего лишь пока второй пост, который мы оборудовали. В ближайшее время будет оборудован Ишерский пост, Мачарский пост. В конце концов, это первым долгом, потому что глава государства ставит перед нами эти задачи принципиально по одной простой причине. Ишерский пост и Мачарский пост, это который будет фиксировать все, что заходит и выходит в нашу столицу, город Сухум. А там, где мы с вами находимся, вы прекрасно знаете, в последнее время в Гагаринском районе у нас были тяжелейшие аварии, где люди погибли, дети погибли, общество наше возмущалось. Вы сами видите, стоит только, понимаешь, грамотно подойти к решению данного вопроса, какие наши люди законопослушные. Никто здесь абсолютно не возмущается, тот, кто нарушил, идет спокойно, платит штрафы. Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена», конечно же, большой прорыв в работе повышения уровня безопасности на дорогах республики. Однако не стоит целиком и полностью полагаться лишь на технику. Достаточно всего лишь не нарушать правила дорожного движения и не подвергать себя и других опасности. На Алакове Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Убыхский язык уже 4 месяца изучают в Абхазском государственном университете. Лекции читает доктор филологических наук, профессор, член Академии наук Абхазии Вячеслав Черигба. Подробности у Денизы Гергия. Шахляб саято шфан сабаванангяфып сашфаной кан гадзгага. В Абхазии впервые проходят лекции убыхского языка. Вячеслав Черигба начал профессионально изучать язык во время работы над диссертацией. В 1991 году ему удалось записать речь последнего убыха носителя языка Тевфика Эсенч. Ученый собрал много материалов о культуре и традициях убыхского народа. В настоящее время, благодаря проведенным экспедициям Вячеслава Черигба, у его студентов есть возможность познакомиться с ценными материалами, услышать речь последнего убыха, увидеть исторические фотографии. В Абхазии есть такая в Абхазском университете единственный в мире, который продается уникальный язык. Кстати, уникальный убыхский язык занесен в книгу рекордов Гиннесса как язык, в котором наибольшее количество согласных, 80 согласных. Так что я думаю, что это очень хорошо, что мы здесь его изучаем. Так, я надеюсь, что может кто-то из них захочет еще дальше изучать язык более углубленно с научной точки зрения. Лекции в АГУ проходят 1 раз в неделю по 2 пары. Изучают грамматику и лексику. В группе 9 человек. Эти курсы посетила внучка последнего убыха Зили Порджу Эсенч. Дочь его, она работает на телевидении турецком, и она приехала, чтобы снять документальный фильм обо своем отце, о его корнях, о его происхождении. И вот он приехал, сначала она в Париж поехала, где работал крупнейший кавказовед Джордж Дюмизиль, который работал много с Тевфиком Эсенчем. Затем она приехала в Абхазию, очень поразилась красоте нашей страны, а также поразилась, как вот с таким воодушевлением наши студентки учат убыхский язык, такой для них немножко все-таки странный, правда же, новый язык, но с другой стороны очень много похожего. Грамматика очень похожа на абхазскую, очень много звуков похожих, поэтому им учить, в общем-то, легче, чем, скажем, европейцам. Студенты с большим интересом посещают лекции, изучают убыхский язык. Для них важно через язык более глубоко понять трагическую историю убыхского народа. Мы начали изучать убыхский язык с февраля месяца, и когда мы услышали, что мы будем изучать этот язык, для нас это была прекрасная возможность изучать его, так как у нас в Абхазском государственном университете никто не изучает убыхский язык. И мы очень благодарны Вячеславу Андреевичу, что у нас такая возможность изучать этот язык и узнать как можно побольше об этом языке. Во второй половине XIX века, во время русско-турецкой войны, убыхский народ был вынужден переселиться на территорию Турции. В результате череды трагических событий народу не удалось себя сохранить, а со временем исчез и язык. Сегодня, спустя сотни лет, в Абхазском госуниверситете по крупицам пытаются воссоздать ушедший язык, передавая знания молодому поколению. Дениза Гергия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Успешно проведены работы по устранению последствий, вызванных затоплением Пицунды. Для того, чтобы река вновь вошла в русло, специалисты Абхазберегозащиты поэтапно разрушали всю образовавшуюся косу. Сюжет подготовлен на основе материалов пресс-службы госкомпании «Абхазберегозащита». На ваших экранах одна из крупнейших и полноводных рек нашей республики – Бзыбь. Острова, который расположился посреди устья, где река впадает в море, на этом месте никогда не было. Именно это новообразование поставило под угрозу подтопления значительную часть Пицунды. Небывалые ливни в горах и морские штормы нанесли тонны инертного материала в устье Бзыпи. В результате образовалась так называемая коса, препятствующая выходу реки в море. На реке Бзыбь высота запруды и переграды достигала до 3 метров, и шириной она была до 300 метров, то есть полностью русло было. Первое время вода дренировала между пляжным материалом, так как он или чистый, и уровень держался на одной отметке. Но с потеплением незначительным уровень воды стал в речке повышаться, и выход в море был затруднен. И она ушла на левый берег, в сторону Пицунды. После начала таяния снегу в горах уровень реки стал повышаться. Опасность подтопления населенных пунктов достигла критической отметки. В это время правительством было принято решение срочно приступить к работам на этом участке, что было незамедлительно сделано. И довольно-таки короткие, скажем, относительно сроки, учитывая объемы. Была открыта эта запруда, убрана перемычка, и на расстоянии 700 метров русло реки, новое русло реки, которое могла возникнуть, была засыпана. Для того, чтобы река вновь вошла в русло и беспрепятственно выходила в море, специалисты Абхазберегозащиты поэтапно разрушали всю образовавшуюся косу. Ее общая площадь на момент начала работы составляла свыше 6000 квадратных метров. Делали прокопы, в которые поступала вода в море, из которых поступала вода в море. И параллельно с ними работали 2 бульдозера и еще гусеничный погрузчик, которые, так скажем, эту быструю воду в сторону моря сталкивали грунты, которые вода подхватывала и выносила на морские глубины. Вот эту часть всю убрали. Здесь выходит. И здесь еще соорудили защитную дамбу, чтобы, если будет уровень повышаться во время шторма, чтобы она не переливала туда. После проведенных специалистами работ, которые финансировались из республиканского бюджета, опасность затопления Пицунды миновала полностью. Теперь выходу реки в море ничто не препятствует, а берегоукрепительные работы по периметру русла обезопасят население от большой воды на ближайшие годы. Далее специалисты Абснергылара проводили работы выше по течению реки Бзыбь. В районе ущелья река подобралась вплотную к жилым домам. Каждый день вода уносила землю с садов и огородов. После того, как до домов оставались считанные метры, стали бить тревогу, на которую своевременно отреагировали в правительстве республики. Произошел размыв незащищенной части. И мы стараемся теперь нашими силами делать железобетонную наброску, защитить этот участок. Укрепляют берега так называемым рваным камнем, смесью железного и бетонного строительного материала. В день специалисты насыпали до 50 КАМАЗов. Проблемы в этом районе возникли из-за непостоянного регулирования русла. Впредь специалисты будут контролировать эти участки, что не может не радовать жителей этой местности. Вот до середины речки у нас была земля. Все смыло. Ребята вот это все засыпали, молодцы. Хорошо работает, мы очень довольны. Вода поднималась и уносила землю. Вот у них это сколько? 3-4 метра унесло. А у нас 6 метров, а там 10 метров унесло. Сейчас правительство поднялось, прислало ребят. Хорошо работают. Им честное слово, до земли такая благодарность. Такие праздники, ливень, дождь, грязи. Они молодцы. Аж до 8 вечера, с утра до вечера работают. Немаловажен и тот факт, что прямо на берегу установлена линия электропередачи. Высоковольтная конструкция обеспечивает транзит энергии в город Гагру, частично подпевая район. Когда специалисты приехали на осмотр разрушений в воде, до ЛЭП оставалось менее 4 метров. Нам пришлось сделать здесь железобетонную наброску. Вот механизмы работают.
и защищаем вот эту опору ЛЭП, потому что стала угроза того, что ее размоет, и она даст крен, и там могут случиться всякие непредсказуемые действия. Специалисты отмечают, что подобные мероприятия необходимо проводить систематически. Отремонтированные участки отныне находятся под их пристальным контролем. Все работы, произведенные по периметру русла реки Бзыб, газкомпания Псныргылара осуществила на средства республиканского бюджета. Совсем мало осталось до финала вокального шоу «Ты супер» телеканала НТВ. Вся Абхазия ждет с нетерпением выступления нашей соотечественницы Леры Адлиба. За день до финала с финалисткой проекта «Ты супер» Валерией Адлиба встретилась наш корреспондент Сария Смыр. О переживаниях молодой звезды смотрите в эксклюзивном интервью абхазскому телевидению. Эта маленькая девочка с невероятно красивым голосом смогла покорить всех. Наверное, не осталось в Абхазии человека, который не болел бы за нее. Жизнь 12-летней Валерии Адлиба изменилась в тот момент, когда она решила принять участие в проекте канала НТВ «Ты супер». Первый этап конкурса начался. И вот, впервые Валерия на такой большой сцене с песней «Адель». Уже с первых нот она смогла впечатлить жюри. Ее невероятный талант и умение показать себя сделали Леру любимицей жюри. Вообще поразительный ребенок во всех отношениях. Дело даже не касается ее голоса. Это наверное, скорее не про вокал, а про характер. Потому что она, конечно, боец. То есть видно было, потому что мы же каждый день с ними. И видно было, когда были тяжелые моменты, и когда она уже практически сдавалась, и сдувалась, и плакала, и кричала, и топала ногами. Не хочу, не буду, не стану. Поднималась, значит, так, вытирала свои слезы, и шла, и работала. Причем работала очень тяжело, потому что им рты открывали вручную. Они же практически все впервые занимаются профессиональными педагогами, да, им ставили опору дыхательную. Это все очень сложно, это тяжелый, очень физически очень тяжелый процесс, выматывающий. И эмоционально, конечно, тоже было видно, когда их начинала прям качать. Бесконечные репетиции в течение нескольких месяцев, изматывающие занятия с педагогами, работа над собой круглые сутки, и вот Лера выходит в финал. Я, конечно же, волнуюсь, потому что это главная сцена страны, главная сцена России. И я там никогда не выступала. Я должна была там выступать. Правда, я тогда заболела и не получилось. Я думаю, что завтра я смогу достойно выступить и не подвести тех, кто болеет за меня, поддерживает, и я постараюсь приложить все усилия. На протяжении всего проекта Валерию поддерживают не только ее родные и друзья, но буквально вся Абхазия. И отдают свои голоса, пишут теплые слова, в ее честь сочиняют стихи, организовывают флешмобы. Она признается, что эта поддержка для нее словно талисман. Мы уверены в том, что она в любом случае одержит победу. Мы очень рады, что очень много жителей нашей страны, что люди переживают, что они завтра все будут присутствовать на концерте, потому что мы слышим, нам звонят, спрашивают, где будут концерты, когда будет концерт проходить. Встречаемся завтра все в Кремле, все вместе поддерживаем Леру. Безусловно, присутствие близких людей рядом в такой ответственный момент дает ей много сил и вселяет уверенность. Этот проект очень сильно изменил мою жизнь. Я познакомилась с многими ребятами, с талантливыми ребятами. Также я занималась профессиональными педагогами по вокалу. Раньше я просто пела, я не занималась профессионально. Я вышла на большую сцену, это была моя мечта. Меня показали по телевизору теперь в Абхазии, все меня знают, это, конечно же, очень приятно. И этот проект дал мне еще веру в себя, и мне захотелось я и раньше хотела стать певицей, но когда я попала на этот проект, увидела, как это все классно, мне захотелось еще больше заниматься, трудиться, чтобы стать певицей.
Уже завтра Лера выйдет на большую сцену Кремля и споет перед многотысячным залом. Для нее это хоть и первый подобный опыт, она не волнуется, ведь чувствует такую сильную поддержку всех жителей Абхазии. До оглашения результатов осталось меньше суток, но для нас, Лера, ты уже победитель. Лера, ты однозначно супер. Сария Смыр, Бесхан Чхенджерия из Москвы для абхазского телевидения. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.